Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня Международный день защиты детей. Этот день призван обратить внимание широкой общественности на решение проблем детства. В первую очередь это касается здоровья и безопасности подрастающего поколения. Как будет организовано оздоровление детей в предстоящие летние каникулы и какие коррективы внесли в организацию отдыха ограничительные меры по коронавирусу? Гость нашей студии сегодня – министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Сколько детей в регионе нуждаются в летнем оздоровлении, и школьники, и детские сады? Да, добрый день. У нас вообще, если республику взять, то более 200 тысяч детей школьного возраста и дошкольного возраста. Безусловно, мы организуем летний отдых для детей школьного возраста, преимущественно попадает с 10 лет. Если по статистике посмотрим, то мы ежегодно охватываем организованным отдыхом порядка 30-40 тысяч детей. В этом году также планируем это мероприятие организовать в полной мере. Как будет организован детский оздоровительный отдых в пределах республики? В пределах республики мы организуем как при школах наши лагеря дневного пребывания традиционно, также и на базе наших стационарных лагерей. У нас в республике на сегодняшний день поданы заявки более 30 наших лагерей стационарных. Они планируют организовать работу в соответствии с требованиями ковидной истории, как в закрытом режиме, так же в режиме повышенной готовности. Что значит в закрытом режиме? Это одномоментный заезд. А что значит повышенной готовности? Значит, это в соответствии с требованиями распространения, профилактики коронавирусной инфекции. Наши ребята должны сдавать и анализы ПЦР, и наши работники все должны быть готовы работать в этих условиях. И, безусловно, наличие условий безопасных для организации этого мероприятия. Это средства дезинфекции, индивидуальной защиты, и непосредственный алгоритм взаимодействия с Министерством здравоохранения и медицинскими учреждениями. Сколько детей из незащищенных слоев населения смогут отдохнуть за пределами региона? Предусмотрены ли какие-либо социальные программы для многодетных семей? Мы по своей программе Министерства образования и науки Республики организовываем выездные мероприятия преимущественно как раз для этой категории, для 379 детей в этом году. Этот отдых предполагает как на территории Черноморского побережья, также в этом году мы больше 100 путевок уже приобретаем на детские оздоровительные лагеря Приморского края. Смогут ли родители вернуть часть средств за приобретенные путевки в лагеря и санатории? Это очень актуальная и новая тема этого года. В этом году мы запустили вообще в целом по стране возврат родительской платы по программе кэшбэка, что предполагает возврат от стоимости путевки в размере 50%, но не более 20 с одного платежа, 20 тысяч с одного платежа. Здесь хочется что пояснить. Во-первых, если у семьи есть несколько детей и родитель оплатил стоимость путевки 2-3 своим детям, то за каждого, конечно, полагается возврат стоимости в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей. Для этого разработан алгоритм на федеральном уровне, специальный сайт запущен «Мир путешествий» по всей стране. Родители самостоятельно заходят, приобретают билеты, и на карту родителей поступает возмещение средств в течение 5 дней. В данное время мы проводим разъяснительную работу. А сколько семей смогут воспользоваться такой программой кэшбэк? Не ограничено, то есть здесь ограничений нет. Если мы смотрим по территории Республики Саха-Якутия, в принципе, соответствующих требованиям у нас 12 таких организаций отдыха уже зарегистрированы на сайте «Мир путешествий». Мы в этом году, знаете, приняли решение укрепить материально-техническую базу, оказать содействие за счет средств правительства Республики Саха-Якутия нашим муниципалитетам в размере 50 миллионов рублей. И со следующего раза планируем увеличить этот перечень для того, чтобы
наши дети могли иметь возможность организовать, отдохнуть, и наши родители могли иметь возможность организовать отдых детей на территории Республики Саха-Якутия. Что касается трудоустройства, сколько подростков смогут трудоустроиться и с какого возраста? Разные формы трудоустройства есть. Вы знаете, что по линии госкомзанятости у нас организовывается летняя занятость наших детей в муниципальных районах. Отдельная программа есть по организации занятости на базе Аленстадов. А по нашей линии, то есть линии Министерства образования, ежегодно работает 22-30 лагерей труда и отдыха. Емкость разная, от 30 до 100, соответственно, мы где-то 800 детей организовываем в целом по республике именно через нашу программу на базе летних лагерей труда и отдыха. Муниципалитеты по-своему тоже через центры занятости организуют. В целом, по прошлому году, если посмотреть эту статистику, то охват составил более 10 тысяч детей. Будут ли организованы летние лагеря по таким направлениям, как экологическое или туристическое, где дети могли бы не только отдохнуть, но и научиться полезным навыкам? Летний отдых, он действительно многогранный. Мы наблюдаем по статистике потребность со стороны родителей, также детей в таких программах оздоровительных, которые сочетают в себе и образовательные программы. Больше у нас таких лагерей. Вместе с тем лагеря экологической направленности, лагеря направленные на изучение еще и языков, они очень актуальны. Сейчас, кроме того, активно развивается направление и восстанавливается, можно сказать, труда и отдыха. Михаил Петрович, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо вам. Всех с праздником. Я напомню об организации летнего отдыха детей. Мы говорили с министром образования и науки Якутии Михаилом Сивцевым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.